Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Завтра стартует фестиваль Go Genius Extreme. Первый подобный фестиваль был организован во Владивостоке. Сейчас во многих школах Приморского края игра Go включена в образовательную программу. В школах Якутии также появится новая дисциплина – игра Go. Гость нашей студии сегодня Алексей Хованец, вице-президент Федерации Го Приморского края. Алексей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Завтра в Якутске стартует фестиваль Го. Любой желающий сможет попробовать себя в игре, узнать подробнее, что такое игра Го. Сесть за Габаны. В прошлом году вы принимали у себя лучших игроков. У вас проходил Всемирный фестиваль Го ровно через год. Увеличился ли интерес к этой игре? Стало ли больше желающих приобщиться? Как приняли фестиваль жители и гости города? Безусловно, стало больше узнаваемость игры Го после фестиваля. И гости города, и жители, конечно, приняли с большим энтузиазмом. Это все проходило на набережной. И там у нас прошло 12 тысяч человек через площадки фестиваля. То есть для нас это самое масштабное мероприятие, которое у нас по Го когда-либо проводилось. Оно было приурочено к 41-му чемпионату мира, который мы проводили во Владивостоке в то же время, параллельно фестивалю. В школах Владивостока сегодня преподают игру, как и любой другой предмет. Как вы считаете, как эта игра помогает школьникам и со скольки лет начинают учить азам? Игру преподают в нескольких школах города Владивостока. Одна из них находится на ведущих позициях, и ученики из нее регулярно берут места на соревнованиях. Помогает эта игра во многих аспектах, потому что это такой созидательный интеллектуальный труд, в который ребенок погружается, еще не умея многих вещей в жизни. Он учится планировать, учится рассчитывать свои действия наперед, учится взвешивать риски, оценивать их и принимать решения как на тактическом уровне, как именно делать то, что он запланировал, так и на стратегическом, то есть что именно делать в какой-то момент времени. Потому что поле для игры Го большое, и там множество каких-то локальных конфликтов, событий происходит по всей доске, и нужно выстроить список приоритетов и выбрать самое важное направление. А в каком формате проходят эти уроки и ставятся ли оценки? Оценки как таковые не ставятся, но у нас есть своя система зачетов, такая внутренняя. Мы решаем задачи, и вот по решению задачи у нас очень широкая градация, и в рамках одной разрядной группы этих задач существует очень много вариантов. То есть даже если ребенок не справляется с каким-то одним видом задач, то другие ему даются, и вот по общему его результатам можно примерно представить его уровень. Нас интересует, конечно, соответствие его силы игры с принятыми у нас разрядными системами. Плюс к решению задачи у нас есть еще теория и практика. То есть на теории ребенку дается способы игры устоявшиеся, мы разбираем партии, разбираем стратегию, а на практике мы играем и разбираем уже сыгранные партии. А какая работа на уровне профильных министерств ведется, чтобы увеличить количество школ, где обучают Го? Есть ли в этом необходимость? Я, наверное, с последнего начну. Необходимость, возможно, есть, но у нас сейчас, наверное, спрос на Го превышает то предложение, которое мы можем, имея наш, скажем, кадровый резерв, обеспечить. Просто потому, что у нас тренеров уже, наверное, не хватает. Мы работаем в этом направлении, мы стараемся привлекать новых молодых ребят, но обучение тоже процесс нелегкий, потому что у нас на Дальнем Востоке, на самом деле, до Якутска, наверное-то и не было мест, где можно было бы обучить тренера и инструктора по игре Го. До этого, насколько я знаю, только в Нижнем Новгороде, точнее, там Нижегородский филиал Самарского университета, только там была кафедра Го и готовили соответствующих специалистов. Но мы работаем в этом направлении. У нас есть очень плотная работа с Дальневосточным федеральным университетом. Там сейчас создан Центр интеллектуальных игр. Го уже есть в зачете как физическая культура, плюс студенческие активисты тоже получают за игру Го свои баллы, которые помогают им, у них все достижения фиксируются. И мы работаем над тем, чтобы создать там кафедру и уже иметь возможность готовить профильных специалистов непосредственно во Владивостоке.
В Якутске сегодня было подписано соглашение Федерации ГО Якутии с педагогическими колледжами. Цель – готовить педагогов по игре ГО. Как в Приморье готовят преподавателей? Есть ли какая-то программа подготовки педагогов? И каждый ли может стать тренером по игре? Ну, все-таки у нас есть некоторый, скажем, входной ценз, то есть не каждый может стать тренером, а все-таки человек, имеющий базовое либо педагогическое образование, либо опыт работы с детьми, и понимающий игру, ну, вот на таком уровне, чтобы все аспекты игры он мог полностью объяснить ребенку, чтобы он понимал сам, потому что игра очень простая. То есть правила игры ГО, они необыкновенно просты. Проще шахмат, наверное, ну, вот на уровне шашек по простоте. Но стратегия и само разнообразие игрового процесса очень сложное. И у нас, конечно, есть определенные запросы к тренерам, чтобы они разбирались в игре на таком уровне, чтобы обеспечить грамотный процесс преподавания. Какие промежуточные результаты у команд Дальнего Востока на Кубке главы республики, у приморских, якутских, магаданских, хабаровских спортсменов? Ну, а самая сильная, наверное, Магаданская федерация ГО, и у них больше всего будет, я думаю, золотых медалей. Они, кстати, и самые многочисленные. На втором месте, наверное, либо Хабаровск, либо Владивосток. И я думаю, что вот в этот раз наши ребята выступили, ну, скажем так, не на 100% своих возможностей. Тем не менее, у нас точно будет одна золотая медаль в группе до 12 лет и призовые места в нескольких категориях в старших группах. Алексей Витальевич, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Да, спасибо, Кристина. Я хотел бы преподнести вам вот такой набор для игры ГО. Надеюсь, что у вас будет возможность сыграть в ГО, вот если у вас будет время с коллегами поиграть. Здесь габан такой в переносном виде, то есть вы его можете брать с собой или использовать здесь на студии. Спасибо вам большое, мы обязательно с коллегами попробуем поиграть. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.